بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, иншаллах, начинаем урок по книге Муаллим Сани, автором который является Ахмад Хади Максуди, рахимахуллах. Вот перед нами алфавит арабского языка. Читаем каждую букву и покажем место образования звука, махрадж. Первая буква – это алиф. Буква алиф образуется в нижней части горла. Не забудем, что у самого алифа звук нету, пока не добавляется огласовки. Когда добавляется огласовка фатха, читается а. Когда добавляется огласовка касра, читается и. Когда добавляется огласовка дамма, читается у. Когда над алифом стоит хамза с сукуном, то короткая пауза будет, например, б-су. Б-су. Вторая буква ба. Произносят, плотно смыкая обе губы. С фатхой читается ба, с касрой читается би, с даммой читается бу. Если буква ба с сукуном, то читается таким образом аб. Читается с калкалой. Калкала – это колебание букв. Аб. Следующая буква та. Место образования буквы та, дотрагиваясь кончиком языка чуть ниже середины верхних резцов. С фатхой читается та, с касрой читается ти, с даммой читается ту. А если буква та с сукуном, то так произносится ат. Это называется качество хамз. Следующая буква – это буква са. Са произносят, высовывая кончики языка между резцами. Ас. С фатхой читается са, с касрой читается си, с даммой читается су. Са, си, су. Следующая буква джим. Место образования буквы джим произносят, дотрагивая средней частью языка к небу. С фатхой читается джа, с касрой читается джи, с даммой читается джу. Джа, джи, джу. Если буква джим с сукуном, то у него тоже есть свойство калкала, колебания. Например, адж. Следующая буква ха. Место образования буквы ха – это средние части горла. С фатхой читается ха, с касрой читается хи, с даммой читается ху. Ха, хи, ху. Следующая буква – это буква ха. Образуется в верхней части горла. С фатхой читается ха, с касрой читается хи, с даммой читается ху. Ха, хи, ху. Буква ха является твердым буквом. Следующая буква – это буква даль. Даль произносят, дотрагиваясь кончиком языка середины верхних резцов.
С фатхой читается да, с касрой читается ди, с даммой читается ду. Если буква даль с сукуном, то у него тоже есть свойство калкала, колебания. Например, ад, ад, ад. Следующая буква даль. Даль произносят, высовывая кончик языка между резцами. С фатхой читается «the», с касрой читается «the», с даммой читается «thu». «The», «the», «thu». Следующая буква – это буква «ра». «Ра» дотрагивается верхней части кончика языка до неба с легким дрожением. С фатхой читается «ра», читается твердо с фатхой. С касрой читается «ри», читается мягко. А с даммой читается «ру», тоже твердо. Твердость или мягкость буквы «ро» зависит от корня языка. Корень язык поднимаем, становится твердым. «Ро», «ро». Корень язык спускаем, читается мягко. «Ри», «ри», «ро», «ри», «ро», «ри», «ро», «ри», «ру». Следующая буква – это буква «зай». «Зай» произносят, дотрагивая с кончиком языка верхней и нижних резцов. С фатхой читается «за», с касрой читается «зи», с даммой читается «зу». «За», «зи», «зу». Следующая буква – это буква «син». «Син» произносят, дотрагивая с кончиком языка середины нижних резцов. С фатхой читается «са», с касрой читается «си», с даммой читается «су». «Са», «си», «су». Следующая буква – это буква «шин». «Шин» произносят, дотрагиваясь средней частью языка к небу. С фатхой читается «ша», с касрой читается «щи», с даммой читается «шу». «Ша», «щи», «шу». Следующая буква – это буква «сод». «Сод» произносят, дотрагивая с кончиком языка к основанию нижних резцов, а корень языка поднимается. С фатхой читается «со», с касрой читается «сы», с даммой читается «су». «Со», «си», «су». Напоминаем, что во время произношения буква «сод» губы не участвуют. Буква «сод» является твердым буквой. С фатхой читается «со». Наклон идет в сторону «о». «Со», «со». Следующая буква – это буква «bod». «Bod» произносят между верхними коренными зубами и соответствующей боковой части языка. С фатхой читается «ба», с касрой читается «бы», с даммой читается «ду». «Ба», «бы», «ду». А с сукуном читается «ад», «ад». У этого буквы нет свойства колебания, калкала. Поэтому, чтобы у вас не получилось «ад», «ад» – это ошибка.
А мы держим язык. Ад. Язык держим и звук заканчиваем. Ад. Валь-ард. На этом сегодняшний урок заканчиваем. Субханака Аллахума ва бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирук ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.